этот научно-исследовательский институт Джумалиев Кайрат такой вопрос задает. Я русский, родился в Кыргызской республике. Как получить для русских двойное гражданство? Олег задает вопрос. И как мне перебраться к сыну? Тоже вот если упрощенный способ переезда. Воробьев Рудольфовна, наверное, тоже русский говорит. Рудольф. Воробьев Рудольф. Ну, что касается медицины, сейчас мы ведем проработку ряда проектов по оказанию Киргизской республике помощи в области покупки медицинского оборудования. Я со своей стороны готов заверить наших телезрителей, что мы сделаем все для того, чтобы помочь в модернизации киргизских клиник. А что касается вопросов о Двойном гражданстве. двойном гражданстве, легче переехать все-таки. у нас есть несколько инструментов для этого. Если есть какие-то родственники, то это вообще не проблема. Есть, значит, закон о гражданстве новый. Нужно посмотреть каждый конкретный случай. Поэтому я рекомендую вам обратиться в консульский отдел посольства к нашему консулу Наталье Афанасьевне Фирсовой. Я дам ей поручение со ссылкой на эту передачу сегодняшнюю, чтобы телезрители, которые сегодня смотрели эфир наш, они были приняты в самое ближайшее время. Вот за это большое спасибо вам. И получили консультацию. Отлично. Уважаемые телезрители, вы можете обратиться в посольство, набрать госпожу Фирсову, и вы получите, те, кто не успели получить сегодня ответы на свои вопросы, вы можете их получить. Задает вопрос Арбаев Ташбулат. Он считает, что мигрантов, которых заставляют учить русский язык, и которые находятся сейчас в России, неправильно. Он считает, что это дискриминация. И задает вопрос, почему, когда страны Прибалтики заставляли русских учить их язык, Российская Федерация как бы отказала. Может быть, неправильно здесь написано, но как раз вот в средствах массовой информации тоже появилось сообщение о том, что будут требовать знания русского языка. Раз ты приехал работать в Россию, то надо знать язык. Ваши отношения. Вы не согласны с Арбаем Ташбулатом? Я думаю, что русский язык, если ты находишься в России, знать надо. Это прежде всего в интересах самого мигранта, самого труженика. Если ты не говоришь по-русски, ты становишься объектом атак со стороны недобросовестных работодателей. Многие, к сожалению, испытывают на себе такого рода, я бы сказал, агрессию, становятся жертвами всякого рода мошенников. К тому же я хотел бы сказать, что в последнее время наблюдается рост трудовой миграции в Российскую Федерацию квалифицированных кадров, тех, которые работают в сфере, например, не только высоких технологий, хотя и такие есть, но хотя бы в сфере оказания услуг. Как там обойтись без русского языка? В любом случае объясниться с твоим работодателем, объясниться с твоим как бы непосредственным партнером по работе, объясниться на улице, объясниться в магазине, объясниться в медицинском учреждении. Невозможно, не зная русского языка. Поэтому тенденция правильная. Но я хотел бы сказать, что у нас для киргизской стороны в этом плане будут определенные, я бы сказал, льготы. В том смысле, что если мигрант окончил среднее учебное заведение, школу, скажем, я уже не говорю про высшее учебное заведение, как правило, выпускники вузов, они знают русский язык. Но если ты учил в школе русский язык, и там имеется у тебя в аттестате запись, что ты учил русский язык, сдал его успешно, то в этом случае русский язык учить не надо будет. Ну что ж, уважаемые телезрители, знание языков – это всегда богатство, это возможность найти лучшую работу, лучшую долю, поэтому надо знать и английский, и русский, и китайский,
если можно еще другие языки, это всегда обогащает человека и дает возможность. Вы знаете, очень важный вопрос, который волнует наших телезрителей, это вопрос привлечения инвестиций в экономику Кыргызстана, именно частных инвестиций. Занимается ли посольство этим вопросом? Насколько посольство или Россия содействует развитию малого и среднего бизнеса, важной части экономики Кыргызстана? У нас есть специальная программа поддержки малого и среднего бизнеса российского. В том числе она касается и внешнеэкономических связей. Но прежде всего я хотел бы сказать о том, что Киргизия – это объект внимания наших крупных компаний. Здесь есть куда вкладывать деньги. Это горнорудная промышленность. Наши эксперты, представители этих компаний изучают возможности вхождения в горнодобычу. У нас есть проекты, как я уже говорил, в области сельского хозяйства. Есть и проекты в области промышленности. Скажите, пожалуйста, вот куда можно обратиться для того, чтобы эти вопросы телезрителям прям спросить, рассказать о своих проектах, заключить совместные контракты? Вот, тоже к госпоже Ферсовой? Нет, у нас есть торгпредство, торговое представительство Российской Федерации. Это Которое находится где? Это улица Розакова, если я не ошибаюсь, дом 13, бывшее здание посольства России. Посольство, да. Там у нас есть постоянные дежурные, которые готовы будут Отвечать на эти принять, вопросы, да? принять посетителей и ответить на все их вопросы. Ну что ж, уважаемые телезрители, на мой взгляд, многие из нас были участниками тех мероприятий, которые проводит Россотрудничество, которые возглавляет уважаемая мною госпожа Дьяченко. Скажите, пожалуйста, в будущем какие-то конкретные еще есть мероприятия по обмену в области образования, культуры, социальной сфере? Гуманитарный блок – это отдельная сфера нашего сотрудничества. Тут, если бы я даже стал перечислять все проекты, которые осуществляются, не хватило бы времени нашей передачи. Мы сотрудничаем в области высшего образования, поддерживаем связи с высшими учебными заведениями, с Киргизским национальным университетом, с российско-киргизским, киргизо-российским, славянским университетом, с другими вузами. Как вы знаете, есть программа обучения киргизских граждан в вузах России. Мы предоставляем бесплатные стипендии. Много киргизстанцев едут учиться в Россию и за свой счет. Им тоже по мере возможности предоставляются определенные льготы. А куда обращаться, чтобы бесплатное обучение получить, стипендии, так скажем? Я думаю, что можно обращаться в несколько инстанций. Это и посольство. У нас есть специальные люди, которые занимаются, дипломаты, этими вопросами. И в Россотрудничество к Лидии Николаевне Дьяченко. Главное, чтобы люди понимали, чего они хотят. Какая специализация, какое учебное заведение, какой регион. Потому что в Москву и в Санкт-Петербург хотят многие. И попадают туда многие. Но есть еще и много других мест, где образование ничуть не хуже качеством в регионах России. И где, я вам скажу по собственному опыту, я смотрел на эту проблему, где студенты киргизские, да не только киргизские, чувствуют себя более комфортно. Это вузы Сибири. У нас есть прекрасные центры: Новосибирск, Томск, Омск. Спасибо. Мне бы хотелось, чтобы вы ответили на вопрос Темира Дубанаева. Значит, оценили Камбарат-1 в течение года, с апреля 2008 года, 1,7 миллиардов. С ноября 2012 года подписали за 4 миллиарда долларов. И вот вопрос, неужели за 5,5 лет доллар упал так низко, так сильно, говорит Темир Дубанаев? Пожалуйста, ваш ответ. У уважаемого Темира нет, к сожалению, правильных данных, правильной информации. В настоящее время
есть поручение о разработке проекта технико-экономического обоснования строительства Камбараты. Неясно еще, какой высоты будет плотина, какова будет мощность этой гидростанции. И поэтому о цене данного объекта говорить рано. Сначала надо определить ТО еще провести. технические Да. параметры Да. станции, плотины прежде всего, ложа водохранилища, а после этого уже станет ясно, какова будет цена вопроса. Хорошо. Андрей Андреевич, вот скажите, пожалуйста, вы, так скажем, мы все родом из Советского Союза, да? Вот вы ощущаете единство с народом Кыргызстана, находясь здесь? Вот у нас был такой посол Рудов Георгий Алексеевич, уважаемый всеми кыргызстанцами, Нелли Владимировна, которых мы вообще очень полюбили. Правда, они были уроженцами Ташкента, они были как бы с Азии, так скажем. И они влились и себя чувствовали как у себя на родине. Как... Вот у вас есть вот это чувство? Я скажу, что я объехал по работе большинство стран Содружества независимых государств, практически все. Но нигде я не чувствовал себя так комфортно, как я чувствую себя здесь, в Бишкеке. Здесь реально атмосфера межнационального согласия, мира, дружбы. Здесь действительно существует братство народов. Народ живет мирно. Спасибо. Это большое достижение страны, Спасибо и большое. я горжусь тем, что я работаю здесь В послом. Киргизстане, да. Уважаемые Вера Сергеевна и Сергей с города Токмака, вы, пожалуйста, еще раз обратитесь к госпоже Ферцевой, и обязательно вы получите ответ по двойному гражданству, по переселению и так далее. Пожалуйста, просьба, мы не будем уже время тратить. У нас есть Времени еще уже нет, да? представительство Федеральной миграционной службы. Они занимаются вопросами переселения. Есть программа переселения. Так что просьба также, вот то, что касается переселения, обращаться в Федеральную миграционную службу, наше представительство. Отлично. Ну что ж, спасибо большое. Уважаемые телезрители, сегодня на ваши вопросы отвечал чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Кыргызстане господин Крутько. Следующая наша телепрограмма состоится во вторник, как обычно. На нем примет участие, на ваши вопросы будет отвечать господин Аванесов, постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике. Также я сегодня благодарю за оказание содействия в подготовке этой передачи первому секретарю посольства господину Виктору Харченко. И позвольте мне поблагодарить команду во главе с режиссером Муталиповым Алишером, Майлышева Дениса, Даврана Гимбердиева, визажиста Сивко Юлию и мою помощницу Шадыкану Эльверу. Большое спасибо вам за внимание. Вашими вопросами, пожеланиями вы даете возможность нам лучше осветить проблемы. До свидания. До следующего вторника.